Художественные промыслы земли Аланхо – такое название носила выставка от народных умельцев Сунтарского района. Гобелены, панно и украшения, а также сувениры стали своеобразным подарком мирнинцам ко дню района. С творчеством знаменитых мастеров ознакомилась Августа Степанова. Якутские национальные костюмы, изделия из конского волоса, посуда из бересты и дерева, уникальные ножи. Свои произведения в художественной галерее школы искусств впервые представили сунтарские умельцы. Среди них Егор Тартаков, традиционный якутский хомус и его ремесло. Мой хомус, как якутский хомус, да, можно сказать, является, стандартным хомусом, да. Вот могу сказать смело, что якутский, мой хомус, можно сказать, что может играть профессионал, да, и любители, очень звонкий. Детали и украшения этого комплекта одежды для невесты восстановлены по старинным фотографиям. Они почти точные копии нарядов якутских женщин прошлых веков. Авторы – целая группа сунтарских народных мастериц. Тут шуба, вышитая золотым шитьем, тут сукно, мех, металл, металлизированная нить, бисер, шитье, вышивка, тут все ручная работа. Чепрак известного мастера Христины Маяконовой завоевал признание ценителей творчества не только России, но и Франции, Венгрии и Болгарии. Это один из старейших видов искусства, который требует длительной и кропотливой работы. Над этой красотой она работала почти год. Это я шила около 3 месяцев, да, с одного вдоха, так сказать. А вот то, которое это шила, тоже лоскутное, это 1 год шила, там лоскутные с кантированием. И вот работа с 1 сантиметра начинается, и там начинается с 1 сантиметра, 2 сантиметров и далее. Вот мы очень много времени занимала. Береста и дерево – самый лучший материал для творчества, уверен Иннокентий Иванов. Он работает с ними 20 лет. В такой выставке участвует не первый раз. Мастера выставили свои самые достойные изделия, представили около 300 экспозиций. Работы увидели не только жители города, но и гости из близлежащих населенных пунктов.